Люблю Здравствуйте, я папа 6 детей и муж любящей жены. Я сам вырос в многодетной семье, и большое количество детей меня никогда не пугало. И когда я женился, я хотел сына. Честно скажу, хотел сына. Первые 2 получились дочки, 3-й сын получился. Да, вот так я стал многодетным папой. Я никогда не думал, что будет 6 детей. И я может, и не решался бы, да, но складывалось оно так, что дети появлялись у нас, и мы от этого были счастливы. И вот эта память счастья, может, давала нам возможность еще заводить детей и еще заводить детей. Вот так. Был такой страшный период в моей жизни. При разводе с первой женой я остался с 3 детьми. И этот был период для меня сложный. Было принято очень много сложных решений. Было стыдно. На работе я никому не рассказывал даже то, что... там говорил, что расстался, да, но не рассказывал то, что я остался с детьми. В этот период мне очень хорошо помогли мои родственники, сестры, братья. Старшая пошла в 1 класс, ей было 7 лет. Младшему было 3 года. Реагировали болезненно. Без матери остаться же, это как... Я думаю, у них до сих пор что-то есть, наверное, остатки какие-то, несглаженные моменты, в психическом моменте, все равно обида там или что-нибудь такое. Все равно что-то есть, я думаю. Было дело, когда я был один, я у воспитателя, они еще в садике же ходили, я учился, у сестер своих учился, как заплетать. Но я, прагматичный мужчина, сделал короткую стрижку всем детям. Да, очень долго мучились с этими косичками. И вот так вот. Были короткие стрижки у них под каре у 2 девочек. Потом женился 2-й раз. Было очень сложно. И дети в тот момент еще встречались, с матерью своей, да. И им тоже было не очень число, принятие чужого человека в семью. Но, слава Богу, все обошлось. Супруга моя очень добрый человек. И в данный момент все дети ее называют мамой. Основной процесс воспитания, да, я бы хотел начать с того, чтобы надо родителей сначала воспитывать. Я закладываю в воспитательный процесс, наверное, примерность, да, и вот это самое основное, наверное. Какой родитель бы хотел, чтобы ребенок пил, да, и курил? Тогда и родители не должны ни пить, ни курить. Я с этой точки зрения смотрю. И когда-то, когда я остался один, я принимал такие решения, отказаться от табака, отказаться от спиртного, пойти в спортзал. Вот этот период, когда я остался один, я понял, что пример-то им надо будет с меня брать. И вот в этот период, наверное, характер мой менялся, и сам себя, наверное, как-то вот так поставил, чтобы стать таким, какой я есть. Не надо искать виновных со стороны, не надо обижаться, не надо жаловаться. Надо просто внутрь себя посмотреть и попытаться изменить там что-нибудь, чтобы вокруг вас что-нибудь изменилось. И в какую сторону решать вам. Я очень счастливый человек. Да. И счастье для меня — это иметь детей.